Казначейская система, которая дает правительству возможность отслеживать движение денежных потоков и их целевое и эффективное расходование, активно внедряется. Полномасштабно республика перешла на систему с 1 июля. Президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что, несмотря на определенные сложности, внедрение казначейства будет продолжено. Казначейство будет работать, и мы уже сегодня видим в большей степени, я не знаю, кому-то это уже известно или нет, но движение денег, средств уже хорошо видно. Сколько остается на счетах, кто какими, как говорится, средствами распоряжается, как эти деньги используются. И я думаю, что чем быстрее и активнее начнется процесс работы дальнейшей по казначейству, я думаю, это будет положительно сказываться вообще в целом на состоянии дел и бюджета, и доходной, и расходной части. Процесс запущен, сказала министр финансов Амра Кваранзия. Уже обработано порядка 3600 платежей. Из 395 бюджетополучателей 93 уже работают по электронке. Система работает. Более того, наши бюджетополучатели подключены к бюджету веб, то есть они удаленно через интернет могут получать оперативную информацию, формировать в электронном виде платежные поручения. Пока не все подключились, у нас 395 бюджетополучателей, 93 из них уже работают. Но это весь процесс просто обучения. Им всем открыт доступ, но пока не каждый может этим пользоваться. Сухум, Сухумский и Гулрипский районы уже перешли на новые рельсы работы. Трудности возникли у других районных бюджетов, в частности, с подготовкой отчетных данных. Разъяснительную работу на местах провели специалисты управления казначейством. Сократилось количество неправильно оформленных платежных поручений, подчеркнула Амра Кваранзия. Отсюда вывод. Бюджетополучатели постепенно осваивают новую систему. Мне дали статистику, начиная с 6 числа, с 33, 43% невыясненных платежей шло, там, где неправильно заполнялись платежные поручения. Вот уже 33%, 24, 43, в один день вообще 60%. На сегодняшний день мы снизились до 18-12. Руководители таможенных и налоговых органов Абхазии доложили, что процесс перехода на казначейскую систему в их ведомствах прошел безболезненно. Мы перешли на казначейство абсолютно безболезненно. Бухгалтера все прошли обучение в Минфине. Никаких вопросов, никаких проблем у нас нет. Система работает без каких-либо нареканий. Все трудности с введением казначейской системы исполнения бюджета носят технический и временный характер, сказал вице-премьер Дмитрий Сериков. На самом деле все проблемы, они на самом деле представляют из себя чисто технический момент. Это просто любое новшество, внедряемое в определенный момент времени, вызывает определенные сложности. Поэтому все остальные вопросы, которые возникали, на мой взгляд, Минфин оперативно со всеми сработал. Все необходимые инструкции были додосланы, которые в июне не были предоставлены. И, на мой взгляд, вот весь, который негатив с точки зрения казначейства был, на мой взгляд, сейчас уже нивелировался. Я думаю, что мы в ближайшие месяцы уже увидим большой положительный эффект от внедрения этой системы. Как сообщил председатель Национального банка Беслан Барателя, в начале действительно были технические проблемы. Например, в коммерческих банках плательщики налогов и операционисты не могли взять в толк, как правильно оформлять квитанции. На сегодняшний день в целом вопросы сняты. Беслан Барателя также сообщил, что параллельно с процессом внедрения казначейства банком активизирована работа по выдаче платежных пластиковых карт. Процесс активно идет. Я думаю, что до конца этого года подавляющая часть бюджетников будет получать заработную плату на карточке. Это еще больше увеличит прозрачность в процессе финансирования средств из госбюджета, поскольку зарплата – это львиная часть расходов бюджета сегодня. Президент поручил Министерству финансов поторопиться с подготовкой проекта госбюджета на 2017 год. К 1 ноября проект должен быть отправлен на обсуждение в парламент, сказал он. А что касается казначейства, то в конце августа глава государства ждет от правительства промежуточного отчета по работе казначейства за 2 месяца. Елена Лоло, Роберт Ломия, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Спасибо.